Үрөкәч хаклы радио итлегенемер. Паян игибинде шеремиткеме шулья гауехен вундишемеша. Таллин чавашлагалажать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня среда, 13 апреля 2022 года. Таллин говорит по-чувашски. Кам шакхалаха бельмест. Вол шарпинь самахпала пуплеть. Шарпинь юра щемеки велеть. Шарпинь теслет теревел тарлеть. Теня Бедер Хузангай. Кто же не знает этот народ? Он говорит на 100 000 словах. Он поет 100 000 песен, и у него 100 000 вышивок цветет, говорил известный чувашский поэт Петр Хузангай. Хакла индеже мерзем. Инжитре тадаши храпурнаган намерзем. Тва намерзем, туза мерзем. Чуваш культурибе палашма тражаганзем тада пирен раскал радиокаларма. Кузукланзайтлегензем. Паян пирен черезине хаваслых тулдар задрать. И бир сиренбе коммаллан калашма тада хадер. Черетле галарман тепшуха жавара шутцар пальерешля. Чуваш чельгуня, кашны халахшын тван чельги шутцар пальерешля пулмалашкеха. Шаунбада и бир сире шак уява пиренбе пайлама чинетпер. Часах пызыгуяв чуваш чельгин куня сидеть. Шакуява Иван Яковлевич Яковлев шуралны кунинче палартма пушла наранба, кышал игиминди шеремиккем шулда водор жул сидеть. Она и бер пинде дохрчар тахрамуник кемеш шулданба палладыватпар. Иван Яковлевич Яковлев чуваш халахни пиде юратна. Он же нумай эш тусах варна. Везенджин чи пельершлизем шаксем. Шеня чуваш шируллахне ергелени. Перремеш чуваш букварне гларны. Шкулзем ушса везенде чуваш адизене вренни тада чуваш врендегенезене хадрылезе гларны. Библие чувашлана гужарны. Шак тада такшанах тунашсем пире паянда хавхаландар задраща. Манан чунам пермаях сиренжен шунатча. Хальге манан мен пур шухашам сирен шиере кушра, тесе ширна Иван Яковлев. Чуваш халахне пана халалынде. Тван чельхе атте анне чельхе. А шамыш не хизеплегенчин, тван чельхе неде хизепле нигыжанда неминбеде улыштарме. Иван Яковлевич Яковлев халалезене асрадыца пурнасы пуринжинде келейт. Ибершамна остонра ширпенді малла. Чуваш халахе пурнна жүхне унын чельхиде эмер чері, тірістігел булмаллах. Авалхи тапхырда чуваш халах хурине журне, курны булзанда хойне мерхи культурибе чельхине упразах варнавет. Яковлев Иван Яковлевич чуваш халах паллы жиннизем хушинде хойне зізембе палырзадрайт. Вол пинде сагыршер херхсак кармашулхи ага уехен ширенбілік мәжінде хальхи тудар республикине кереген кынна кушки ялінче шуралны булна. Чембер гимназиинде тада хузан университетинже верензе духна. Чуваш кулян инспекторинде тада чембер шкулян ердюшинде чилай вахот шленискер булна. Дорогие наши друзья, мы рады нашей новой встрече с вами. Сегодня наша передача будет посвящена нашему родному языку, чувашскому, и его развитию на протяжении веков. Имя Яковлева известно теперь не только каждому чувашу, но и каждому просвещенному россиянину. Он дал родному народу книгу и возможность учиться. И мы вправе гордиться и возвеличивать своего патриарха, так как не каждому народу даны такие люди, каким является для Чувашии великий Иван Яковлевич, сказал президент Чувашской республики Николай Федоров. Иван Яковлевич родился 25 апреля 1848 года в деревне Кошки Новотимбаева Тетюшского района Татарстана. Он просветитель чувашского народа, писатель, создатель чувашского алфавита, чувашской письменности, автор чувашского букваря и многих учебников, основатель Симбирской чувашской школы, человек, который перевел на чувашский язык Библию, а также он переводил и произведения русской литературы. Он почетный член британского и иностранного библейского общества в Лондоне. Еще будучи ребенком, Иван осиротел. Его приняла и воспитала семья крестьянина Пахома Кириллова.
Глава семьи, дед Пахом, был слепой, и Иван был его поводырем. Как и в большинстве крестьянских семей, в семье Кирилловых детей с малых лет приучали к труду. Когда Ивану исполнилось 8 лет, его отправили в удельную начальную школу в русском селе Бурундуке. В этой школе он проучился 4 года, с 1856 по 1860 годы. С 1860 по 1863 год он учился землемера в таксаторском классе уездного училища на землемера. В 1864 году был назначен мерщиком Сызранской удельной конторы. А в сентябре 1867 года Яковлев поступил в 5 класс Симбирской мужской гимназии. И он был единственным гимназистом из крестьян за все время существования учебного заведения. Почему, думалось мне, нельзя и чувашей сделать такими же счастливыми, довольными, дав им возможность получить солидное образование? В 1868 году у меня окончательно окрепла решимость относительно просвещения чувашей, писал Яковлев в своих воспоминаниях, и создание для этой цели особой чувашской школы. В 1868 году гимназист Яковлев на своей квартире открывает школу. Первым учеником был Алексей Рекеев, товарищ по гимназии и родственник Яковлева. Летом 1870 года Яковлев окончил гимназию золотой медалью и выехал в Казань для поступления в университет. До пристани его провожали все ученики созданной им школы. В то время их было 4, и он был первым из чувашей, получившим высшее образование. В 1871 году Иван Яковлевич Яковлев, посоветовавшись с Николаем Ильминским, директором Казанской учительской семинарии, приступает к составлению чувашского алфавита. Помогают ему в этом Тямрясов и студент Белилин. Симбирская чувашская школа была тесно связана с крестьянами, которые приезжали в город за покупками и останавливались в ее общежитиях. Крестьяне встречались с Иваном Яковлевым, преподавателями, получали от них советы по многим вопросам. Жена Ивана Яковлевича, Екатерина Алексеевна, была верной спутницей, умным педагогом и понимающим другом Яковлева. Я мечтал и мечтаю о том, чтобы всех чувашей научить грамоте. Грамота – основа всего. Грамота даст возможность чувашенину изучить хорошо русский язык. Грамота – средство борьбы с невежеством. Разве знание грамоты будет мешать крестьянину обрабатывать землю? Нет, наоборот, писал Иван Яковлевич. Каларыма агалжухнехибегех чуваш юризе милемледеща. Везене сирия итлезе киленьмезе нетпер. Передачу и сегодня, как обычно, украшает чувашская музыка. В эфире сегодня прозвучат песни разного жанра. Хали сире пердаван малина зем шрандараган пахчара юрлайся шепчаксем итлемезе нетпер. Тархаша нитлер. А сейчас предлагаем послушать песню «Пахчара юрлайся шепчаксем» в исполнении группы «Пердаван малина зем». Пахчара юрлайшы кайыксем, ирири хаваслах юрине, тепереньке бери сапачельгель, атяшла темле жильтен джеле, перейке бише чавашла, сальхевель кулыде чавашла, юраца юрлари шапчакла, алрана удари малала. Чекешен пейшеші ярынса, ыдалашы асла урама, шүрге куна замах не туйса, а за ним аваншке пурынма. Перейке бише чавашла, сальхевель кулыде
вашла, юратса юрлари шапчакла, алрана удари малала. Шиже хитре малаш, ырлахне суңатсын ердюбе, тенчине салам кала чабаш, агаш евер шебеш чейгебе, перейке бише чавашла, сальхевел кулыде чавашла, юратса юрлари шапчакла, алрана удари малала. Пахчара юрлаще кайыксем, илире хаваслак юрине, тиберен кебере сапать хеликем, атяшла тем лежен тенчене, перейке вище чавашла, сальхевел кулыде чавашла, юратса юрлари шапчакла, алрана удари малала, перейке вище чавашла, сальхевел кулыде чавашла, юратса юрлари шапчакла, алрана удари малала, алрана удари малала, алрана удари малала. Ери давра тенгерзе бұқсассан, ебір тәрлі халығызен, чілгізен пахалықне азырғама бұлдарат бір. Бірізен выл еребен юған жыв еверлі. Депрезен мұнашлы сасызенбе керлезедірағанскер. Халық пұрнаган шәрі жыведе чілгене уйрымлық парзадырат дейін. Паллахынды, халық әшхәлі пұрнажан күнжулән тапхырыземде чілгене адаланма тадаулыштарма бұлдарашы. Ша вғытрақ вұржызембе чирчерзене бұла нумай халықыземде, візембе пірлевара халық чілгеде пажақ шухалныне де сынама бұлайд. Шаунбақ пөлінді кашны жин хойын мұн аслашызем бірге тіплін білме, шемге негісіне тыван чілгене де ұпрама тұрышмаллах. Хыш-хыш халық сен мұнашлықне ебір әлекхи арган оқулазембе ялзен вырынезене тишкерне май анжақ ұнланма бұлдарат бір. Шага бірін вали, азырғандару бұлмала, шаунбақ бірін хамыр халық чілгене йыла ергізене ұпразақ варма тұрышмаладанды. Ахалден каламан бұлі інді бірін ваттезе, чілге вілзен халық вилеттезе. Если мы прислушаемся к речи окружающих, то будем окружены самыми разными звуками и удивительными по темпу речи. У одних речь спокойная, журчащая, переливается разными оттенками звуков. В ней можно уловить песню жаворонка, трель соловья, ощутить величие бескрайних просторов. Может быть, это язык народа, который проживает на равнине, где его говор созвучен со свистом ветра, а у других речь громкая, раскатистая, словно эхо в горах. В языке народа отражены его жизненный уклад, традиции и нравы. Каждый человек может ценить и бережно хранить язык отцов и дедов, проявляя уважение к истории своего народа. Но в результате разрушительных войн и болезней ушли в прошлое некогда процветающее государство, исчезли народы, а вместе с ними и их языки. Язык стал мертвым. Только развалины городов и селений, да сохранившиеся до наших дней письмена, свидетельствуют о былом их величии. Поэтому, пока существует народ, должен жить и его язык, бесценное богатство, средство общения, духовного процветания. У нашего народа есть поговорка «Пока жив язык, жив и народ». Чуваш чәлге жинчен тіп шухыша хускады чен, алтай чәлгезем жинчен кескенде пулзан калазақ варас пулать. Алтай чәлгезен ушканне тада тебір ушканба Урал чәлгезен ушкане бе пірлештереші. Варана Урал алтай чәлгезен ушкане деші. Міншінха чәлгешсем, историксем тада этнографсем чәлгезен пірлігі жинчен врентне жүхне Алтай деген география бешігіні самаға ұзы құрашы. Алтай десе бірінші жыва, үтті пая монгол халық республикіне кереген
паягалайшы. Нумай чілгеші шутланы дұрық Алтай чілгезен ушқаны тәрек, монгол, тунгус манжур чілгезен ежізем кереші. Тіптевшізем шак виші чілге ежінче, смақсене, сазызене, грамматика формезене танлаштарза похна хыщан, візен пірбекліхне тупна. Шак пірбекліхсем ағалден марынды, візен пір ама чілгерем бұлзағай кайса шеш пулнаденді пірлезем. Тебрезем вара хиріштіні, шав вижа ешри пірбекліхсем, иртнәмірзем хушынде күршілі бұрынна халықсен, чілге пару или візем анжақ тене. Шабақта шак вижа чілге ушқынынде лексика, грамматика, фонетика пірбекліхсем пүріне негамда хиріштіман томасте. Чувашский язык тюркский, и он относится к алтайской семье языков. Язык в прошлом кочевников, скотоводов, и своими корнями уходит он в далекое прошлое. Чувашский язык – язык народа, впитавшего в себя величие и красоту природы. Перекликается он с языком татарским, марийским, башкирским, мордовским, русским и многими другими языками народов Поволжья. К тюркской группе языков, кроме чувашского, относят татарский, узбекский, туркменский, казахский, башкирский, якутский, киргизский, тувинский и языки других народов России, которые объединены в алтайскую языковую семью. Вместе с вымершими булгарским и хазарским языками чувашский представляет собой булгарскую ветвь агурской группы тюркских языков, довольно далеко отстоящую от остальных тюркских. Чувашский язык, хотя и принадлежит к тюркской группе, но в силу некоторых архаичных черт фонетики, грамматического строя и словарного запаса занимает в ней особое положение. Ряд исследователей не считают чувашский настоящим тюркским, и что причиной подобной обособленности является раннее отделение болгарской ветви от остальных тюркских языков. Алфавит современного чувашского литературного языка состоит из 37 букв. Состоит из всех букв русского алфавита и дополнительных букв для обозначения специфических звуков чувашского языка О, Щ, Ü. На базе двух чувашских диалектов, в основном низовых, на 3. В конце прошлого столетия сформировался чувашский литературный язык. Ныне это национальный государственный язык чувашского народа. Чувашский язык представляет большой интерес для тюркологов, так как позволяет приоткрыть тайны древнего общетюркского языка. Чувашский язык, образуя болгарскую ветвь тюркских языков, впитал в себя многочисленные иноязычные наречия, заимствования персидских, арабских, татарских, марийских, мордовских языков. Тада тебір юра барни, куюра ургамах ушкан юрлать. Эфирда чвашлах адалан юра шаранать. И снова в эфире песня в исполнении группы Ургамах. Пожалуйста, слушайте. Чвашлах адалан. Пирен зерімбе уйрылма, вғыт шитра. Черетлі кыларым хынықны вғытрах туғать. Кукыларыма қадірлегенсе, Ираида Захарова, тогда Ингрид Янс, сазы режиссера. Ерцы Бараганя, Ираида Захарова. Вот и наступило время сказать вам до новых встреч. Всего доброго. Передача подготовлена Ираидой Захаровой и звукорежиссером Ингрид Янс. Ведущая передачи Ираида Захарова.